Не просто здание военкомата, а целый комплекс, отвечающий всем необходимым стандартам сборного пункта военного комиссариата Ингушетии. Первый этап строительства уже на стадии завершения. Сейчас по коробке зданий можно уже представить себе будущий объект. Здесь административный блок, столовая на 80 мест, гостиница, баня, плац и спортплощадки. Помимо этого, на данной территории можно проводить всевозможные военно-патриотические мероприятия. Вот, у нас будут тут и кабинеты для юноармейцев, кабинеты для всевозможных общественных организаций. Это комитет по защите прав военнослужащих, комитет по отцов военнослужащих. То есть мы хотим это все сюда их подтянуть, и чтобы совместно эту работу проводить, военно-патриотическую работу. Строительство нового здания военного комиссариата запланировали еще 5 лет назад. Приступили в начале прошлого года. Строительные работы поделили на 3 этапа. В рамках первого должны завершить административную часть здания и хозяйственную зону. Во втором этапе гостиницу со сборным пунктом, а на третьем благоустроят территорию, баню и спортплощадки. Срок окончания первого этапа – середина мая. Здесь мы произвели работы по устройству вентиляции, то есть полностью закончили всю вентиляцию, слаботочные сети, провели всю электрическую проводку. На данный момент сейчас здесь идут работы по устройству перегородок. Практически уже заканчиваем, там осталось всего немного. Также следом за ними будут идти плитку, будут ложить плитку, получается, у нас. Необходимость подобной инфраструктуры назрела давно. В старом здании военкомата условий, можно сказать, нет никаких. Призывников во время формирования отправляют в 503-й мотострелковый полк в Троицком. А с открытием нового здания они смогут располагаться прямо здесь, в казармах. Оборудуют и пищеблок, которого сейчас у военкомата нет. На сегодняшний день именно медицинские классы, пункты, которые вы говорите, они в плачевном состоянии. Здесь есть все условия, вода, канализация, медоборудование полностью, включая, мы можем здесь сделать флюорографию. То есть не отправлять призывника в лечебное учреждение, там затрачивается время, призывник там стоит в очереди, и в итоге и может и пропасть, я имею в виду, ну, будем так говорить, заканчивается время приема на следующий день и так далее. То есть здесь он тут же может провести все эти мероприятия, не выходя из помещения. Вот. И это намного облегчает и нам работу, и работу медицинской комиссии призывника. Также будущий военкомат обеспечат резервуарами с водой, котельной и дизельными электрогенераторами. А на территорию части будет невозможно проникнуть посторонним. КПП размещены по всей территории и оснащены бронекапсулами. А чтобы качество строительства не вызывало вопросов, надзор ответственных служб ведется постоянно. Это военно-строительное управление ГВСУ, которое находится в Ростове. Значит, она своего представителя ежемесячно присылает сюда, и полностью он проверяет, значит, сколько вложено арматуры, сколько, значит, леса и так далее. Полностью идет контроль, поэтому помимо того, что мы со стороны военного комиссариата контролируем, тут еще есть надзорные органы по линии Министерства обороны, где строительство контролируется. Новый районный военкомат сможет одновременно разместить более 100 призывников. На реализацию такого масштабного проекта выделено свыше 480 миллионов рублей. Смету составляли еще в 2015 году. По словам подрядчика, сейчас этих средств не хватит для реализации всего проекта, так как стоимость стройматериалов за этот период значительно увеличилась. Но на ход строительства это никак не повлияет. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Умар Газдиев, Новости 24.